В Уфе прошел Вагаповский фестиваль. В этом году он посвящен 110-летию со дня рождения певца. Рашид Вагапов – знаковая фигура в истории песенной культуры Татарстана. Музыкант был известен как талантливый интерпретатор, исполнитель татарских и башкирских народных песен, произведений композиторов двух республик советской поры. Из Государственного концертного зала Башкортостан моя коллега Айгуль Усманова. Две юбилейные даты связаны с так называемым Вагаповским фестивалем, которому исполняется 15 лет. И этот 15-й концертный сезон посвящен 110-летию выдающегося певца, музыканта, чье творческое наследие является достоянием не только двух республик – Татарстана и Башкортостана, но и всей России. Памятные торжества имени Рашида Вагапова проходят в 17 регионах страны. А недавно состоялся гала-концерт в колонном зале Дома Союзов в Москве. Уфа была по-особому дорога сердцу выдающегося певца, который тесно был связан с музыкальной культурой Башкортостана. Особое место в своем репертуаре он отвел жемчужинам башкирского национального фольклора, народным песням «Эскадрон», «Бурамбай», «Азамат», «Зульхизе». Самые первые гастроли Рашида Вагапова за пределами Казани, Татарстана в 1946 году состоялись именно в городе Уфе. Возможно, путь в большой мир татарской культуры, всемирной культуры Рашид Вагапов начал в Уфе. С другой стороны, с Уфой, с Башкортостаном связана и очень трагическая страница жизни Рашида Вагапова. Рашиду Вагапову назначили операцию, но консилиум врачей решил, что операцию надо перенести на январь-февраль 1963 года, на что Рашид Вагапов категорически ответил возражением. Он сказал: на январь у меня назначены гастроли в Уфе и Башкортостане. Операция состоялась 14 декабря 1962 года, 15 мы потеряли Вагапова. Сегодня мы как бы продолжаем и оборванную песню Рашида Вагапова, которую он должен был спеть в городе Уфе в 1963 году. То, что руководитель Вагаповского фестиваля Рифат Фаттахов привозит нам такие концерты, устраивает другие. Это, конечно, обогащает культурную жизнь, потому что мы узнаем новые голоса, встречаемся с прежними нашими любимыми артистами. И, что интересно, очень радостно, что Рифат Фаттахов включает всегда в эти гала-концерты и башкирских солистов, которые поют и свои, наши башкирские песни, и татарские народные песни. В общем, происходит взаимопроникновение. И, конечно же, увидев такое богатство музыки, торжество. Вагаповский фестиваль, в рамках которого стали также традиции конкурса молодых исполнителей, дал путевку в жизнь многим популярным ныне в Татарстане и Башкортостане певцам. Ведь первые их шаги, открывшие дорогу к большому зрителю, состоялись благодаря великому имени Рашида Вагапова. Айгуль Усманова, Булат Закирянов, Новости культуры.